На театрализованном действии Кыртайка разгоняет своих врагов. Сегодня же многие просили главного разогнать и тучи. И сработало. По всему району и в соседнем Сыктывкаре лило как из ведра, а тут сухо. Туч-то не видно из Сыктывкара, дождя не будет. Дождь пройдет мимо. Пройдет мимо, все будет отлично. Каждый год мастера создают новые уникальные арт-объекты. Мост дружбы и скамейка любви уже выкован сам Кыртайка. А в этом году кузнецы готовят карту Карткировского района. Это карта нашего района. Вот здесь пробивки, где населенные пункты, чтобы не запутались. Вот здесь будет ярлычок, я делаю конкретно, это будет Карткировский район. Ой, Карткирос. Здесь будет наковальня, вот она будет здесь размещаться. Вот так. Да, здесь будет QR-код, то есть любой может через смартфон получить описание легенды и вообще где как что расположено. А свободные поля мы займем всякими там елочками, олениками, там, медвежиками. Ну, будет объемная такая диорама. Карта, она уже сейчас весит около 150 килограмм. То есть, ну, еще 18 будет ярлычков. Я думаю, что килограмм 200, наверное, получится. Кузнец-самоучка из-под Тывка Дмитрий Савельев трудится над достопримечательностью Вашкурье. На холодную зубилом отметил габариты, размер, нагрел и потом уже потихоньку придаю фактуру. Кто вас научил вообще кузнечному искусству? Я уже 9 лет работаю, сам научился по образованию учитель изоичерчения, а так посмотрел, как люди делают в интернете, не в интернете. Вот главное желание. На фестивале трудятся и наши северные соседи. Из Финляндии они приехали вчетвером. В компании 2 девушки. Мария работает в садике и параллельно учится на кузнеца. Девушку очень привлекает работа с металлом. На самом деле, в кузнечном деле ты не обязательно должен быть сильным. Ты должен знать технику. И поэтому, если ты хорошо ее знаешь, а девушки хорошо знают технические моменты, то, в принципе, это нетрудно. Я люблю делать украшения, бижутерию, вот по такому типу. Мне нравится минималистический стиль. Изделия, которые красиво смотрятся и при этом минималистичны. Мастер-классы упаковки, огромные ряды с сувенирной продукцией, игры, экспозиции в честь юбилея района, ярмарка подворий, выступления коллективов. Организаторы праздника потрудились на славу. Кроме этого, у гостей праздника была возможность и почувствовать себя немножечко кыртайкой. Вот так выглядел Русь в 13-14 веке, который шел воевать, защищать Русь-матушку. Вот. Я, правда, не знаю, далеко ли я дойду, потому что доспехи и одежда очень тяжелая. Сама эта кольчуга весит 8-10 килограмм. Хедлайнером фестиваля в этом году стала группа «Балаган Лимитед». Солисты ансамбля даже поискали в себе кузнецкие корни. Вот у Светы фамилия Кузнецова была девичья. Да. Наверное, кто-то был все-таки. Конечно, просто это я не знаю. Не просто так раньше фамилии на Руси давали, да? То есть Кузнецова, значит, Кузнецова дочь. Вот. Но у меня прадедушка был деревянным ремесленником. Это я точно знаю. Вот насчет Кузнецова не уверена. Мне надо попробовать, я как начну. Покопать, да? Как способности откроются. Любовь Денисова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Карткирос.